Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обеспокоен действиями китайских властей, преследующих уйгуров и их семьи как внутри страны, так и за рубежом. США обеспокоены ситуацией в Восточном Туркестане, где семьи уйгурских активистов, пытающихся осведомить мировое сообщество о геноциде, подвергаются гонениям и заключению в концентрационные лагеря, подчеркнул министр иностранных дел США. Выяснилось, что Китай обратился к компаниям Twitter и Facebook для сокрытия произвола, которому был подвергнут уйгурский народ. Большинство новых расследований показали, что на данный момент Пекин оплачивает рекламу на Facebook и Twitter, в которой содержится информация о концентрационных лагерях, где заключены миллионы тюрков. Платные рекламные объявления Китая нацелены на убеждение западных масс в том, что концентрационные лагеря на самом деле являются центрами переподготовки и что уйгуры, содержащиеся в этих учреждениях, довольны и хорошо проводят время. Страны Центральной Азии продолжают попадать в долговую ловушку Китая, называемую «один пояс, один путь». Киргизия занимает 5-е место по задолженности перед Китаем. Американское бюро экономических исследований опубликовало доклад под названием «Китайские займы за рубежом». В отчете указывается, что около половины кредитных операций Пекина невозможно отследить, так как большая часть этих операций проводится в обход регистрирующих органов. Таджикистан занял 20-ю, Туркменистан 23-ю, а Узбекистан 40-ю позицию в списке стран-должников Китая. Английская оппозиция обвинила правительство Бориса Джонсона в сокрытии доклада о вмешательстве России в референдум Брексита. В Англии продолжаются прения относительно доклада о вмешательстве России в выборы, подготовленного разведывательным комитетом, которое парламент скрыл от общественности. В свою очередь, Эмили Торнберри из лейбористской партии заявила, что отсрочка публикации доклада до выборов, которые состоятся 12 декабря, неоправданна, беспрецедентна и политизирована. Грузовой поезд China Railway Express, выдвинувшийся из китайского города Шиан, пересек границы Казахстана, Азербайджана и Грузии, после чего прибыл в Турцию через горное ущелье Карс. Первый грузовой поезд длиной в 850 метров, запущенный в рамках проекта «Один пояс, один путь», прибыл в Анкару. Поезд направится в Прагу по железнодорожному шелковому пути через подводный тоннель Мармарай, пересекая границы Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии.